Салем, достар! Қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз қалай? Ровно 28 лет назад было принято решение, благодаря которому сегодняшний день, 7 мая, 7 мамыр, государственный праздник, День защитника Отечества, Отан Қорғаушылар күні. Связано данное решение с тем, что в стране почтительно относятся ко всем, кто каким-либо образом связан с воинской службой, әскери қызмет. Этот день для кого-то просто повод отдохнуть от учебы или работы. А вот военнослужащие в этот день от всей страны ждут новые звания, атак или слова благодарности, алғыс сөздері. И в сегодняшнем выпуске мы хотим поздравить не только наших пап, дедушек, братьев, но и наших мальчиков, будущих защитников нашей Родины. Испокон веков защитники Отечества, Отан Қорғаушылар, были всегда воплощением чести, ар-намыс, мужества, ерлік и безграничного служения своему народу, өз халқына шексіз қызмет ету. Символично, что День защитника Отечества и День Победы следуют друг за другом в нашем праздничном календаре. Это подчеркивает преемственность славных воинских традиций, әскери дәстүрлер всех поколений нашего народа. И в этот праздник мужества и героизма я поделюсь с вами одним из уникальных казахских семейных традиций, особенностям возраста мужчины по его статусу. В казахском обществе каждому возрасту мужчины, ер-адам, еркек, есть свое название. До первого мщеля, то есть 12 лет, мальчики, ұл-бала, ер-бала считаются детьми. И только после 13-го дня рождения мальчики переходят в новую возрастную группу подросток, жасөспірім. А юноша, которому 16-19 лет, это бозбала или ұлан. С этого возраста у казахов начинается настоящее воспитание и подготовка молодых людей к будущей семейной самостоятельной жизни. Друзья, молодой парень – это у нас балан-жігіт, а не женатый парень – бойдақ-жігіт. После второго мщеля в возрасте 25 лет молодой мужчина переходит в новый статус – сақа-жігіт, что подразумевает наличие у него определенного жизненного опыта. Друзья, мужчина около 40 лет – это у нас жігіт-ағасы, а мужчина от 40 лет и до 49 лет – это азамат. К 50 годам мужчина достигает такого возраста, когда к нему прислушиваются. Наступает возраст қара-сақал. Это значит зрелость мужчины, буквально черная борода. В этом возрасте с опытом к мужчине приходит мудрость. К 70 годам мужчина достигает статуса ақсақал. Оно означает не столько возраст, а сколько почтительное звание, старейшина по-другому. Друзья, у нас говорят «ерді ел туғзады», героя рождает народ. Ер намысы, ел намысы. Честь достойного мужчины – это честь его народа. Құрметті Отан Қорғаушылар, сіздерді 7 мамыр мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің өркендеуінде атқарып жатқан қызметтеріңізге зор табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Дорогие наши защитники, поздравляем вас с этим замечательным праздником, ведь каждый из вас – это защитник своей Родины, своей семьи и своего очага.